Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсылочку на такую тему. Чему вы скоро будете рады? Какая радость у вас на пороге? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, чему я буду скоро радоваться? Какая радость у меня на пороге? Я думаю, вы все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Слушайте, а радости-то сколько? Радости будет очень много. А вы заслужили, а вы этого достойны. Давно вы не улыбались, давно вы не смеялись, давно вы не чувствовали себя счастливым ребенком. Так, мои хорошие, вас много, отсыпка общая, поэтому принимайте на себя. Смотрите, первую радость я вижу от получения каких-то денег. Деньги, за которые вы боролись. Вот не просто так вам должны, вы ждали, когда же там придет оплата. Нет, вы за эти деньги просто боролись. Вот бесконечная какая-то борьба. Кому-то что-то доказывали, кого-то дергали, там, постоянно во все колокола звонили. Эти деньги придут. Это вот такая вырванная победа, ваша победа. И вы не только будете рады тому, что деньги пришли, но и тому, что вы это сделали. Лично вы. Если вы человек очень скромный, и особых таких вот схваток у вас до этого не было, как первый экспириенс у вас идет, вы получите, вы добьетесь. Причем, вы знаете, вы как систему даже нагнете какую-то, да, вы одна либо один против группы людей, да, против какой-то организации. Вы вырвете эту победу. Вы будете горды собой, довольны собой. Те, кто знает о вашей ситуации, тут аплодировать вам стоя будут люди и говорить: молодец, какой же ты молодец, либо какая же ты молодец. Браво, я вас тоже очень поздравляю. Это действительно ваша победа, и радости тут будет просто целый океан. Вы действительно заслужили, вы достойны. Дальше, мои хорошие. Здесь какой-то мужчина порадует вас. И побалует, и порадует, и удивит. Какой-то поступок, вот прям как жест очень широкий идет от мужчины. Знаете как, спустит на вас последние деньги, да? Купит для вас просто замечательный подарок, куда-то вас пригласит. Может быть, у вас есть какая-то мечта, может быть, вы давно хотели что-то получить, либо куда-то сходить. И мужчинка вот прям все отдаст, чтобы вы насладились, чтобы вы поулыбались, чтобы вы получили удовольствие. А потом, когда вы узнаете, что он там последние копеечки там нашкрёб и отдал, вы будете, вы прочувствуетесь, девочки, вы прочувствуетесь, вы поймете, что этот человек вас действительно по-настоящему искренне любит, и что ему для вас абсолютно ничего не жалко, и что ваша улыбка, что ваше хорошее, счастливое настроение для этого конкретного человека, это просто бесценно, бесценно. Он готов просто жизнь даже свою отдать, да, лишь бы вы были счастливы и вы улыбались. Так, дальше идем. За кого-то вы будете радоваться, за кого-то. Это не ваша радость, это за кого-то радость. Какая-то женщина в очень тяжелом положении, здоровье, состояние, финансовое положение, вообще вот как-то у нее в жизни там, как беда какая-то приключилась. Вы с ней очень долго грустили, вы с ней очень долго об этом говорили. Вы переживали за эту женщину, вы хотели помочь, но что могли, то сделали. Но вы же тоже просто человек, не было возможности прям спасти ее, да? Смотрите, а эта женщина, она вам сообщит очень приятную новость, что у нее все налаживается. Она вас будет благодарить за то, что вы были рядом, за то, что вы поддерживали. Пусть, как словами только, да, либо какими-то там действиями, но тем не менее. Вот
благодарить вас будет. А вы будете счастливы от того, что у нее все наладилось, от того, что, например, там здоровье поправилось, либо проблема ее решилась, там, беды с нее вот эти все сошли. Вот прямо у вас такой разговор душевный идет. Я честно скажу, вы, скорее всего, даже и поплачете, вот так пообнимаетесь, поплачете. А если вы будете говорить по телефону, ну, допустим, да, там по мобильной связи, то вы прям, ну слезы такие вот будут у вас радости, слезы радости за этого конкретного человека, за эту женщину. Дальше, мои хорошие, здесь очень интересно идет у вас разговор с детьми. Дети, разговор начнется, ну, не очень приятно, да, какое-то там претензия, выяснение, там с вашей стороны, со стороны детей, это уже не важно. Важно, что разговор начнется на повышенных тонах, а закончится, вот поверьте, вот именно улыбкой, обнимашками, целовашками и словами: мамочка либо папочка, ты у меня самый лучший. Возможно, это вы будете говорить своим родителям, возможно, вы от своих детей это услышите. Это будет просто мега приятно. Вы давно вот так со своим близким человечком не сходились, там, не обнимались, не целовались и не говорили друг другу такие замечательные и добрые слова. Так, идем дальше. Что-то у кого-то прохудилось. Это может быть какой-то предмет, бытовой предмет, там, начиная от плойки, заканчивая, не знаю, там, стиральной машинкой. Что-то как не работает, либо работает через раз. Вы вот себя порадуете, вы купите себе новое. Может быть, сейчас вы не располагаете этой суммой, но вам тут сама судьба улыбнется. Понимаете, госпожа удача возьмет вас за руку. Вы где-то совершенно случайно увидите просто замечательное предложение с какой-то там мега-супер-бупер скидкой. Вы сначала не поверите тому, что вы видите. Вы скажете: да ну, скорее всего, развод какой-то. А потом так попробуйте разузнать, и окажется, что все так и есть. Вам очень круто повезет. Вы приобретете себе обновочку. И такая счастливая будете, такая радостная будете. Вот прям вам эта вещь вот позарез будет нужна, да, а ваша, например, прохудилась, сломалась. Прям счастье. Счастье от этой покупки. Так, не забудьте сделать хотя бы маленький откуп. Что угодно. Хотите, птичек покормите, хотите, ну, кому-нибудь там денежку, милостыню подайте. Здесь обязательно надо маленький откуп сделать, чтобы не спугнуть эту удачу, чтобы она и дальше была с вами и вам помогала по жизни. Так, кому-то, кстати, повезет с работой. Работа. Кто у меня ищет работу, либо кто ищет себя. Может быть, вам работа особо не нужна, но вам скучно, вам нечем заняться. Вы понимаете, что вы уже плесенью простаете, да, сидя в четырех стенах. Вам хочется работать, вам хочется быть активным человеком, но вы либо не имели возможности, либо не знали, где себя применить. Я вижу здесь очень хорошее предложение. Либо по какой-то занятости, активности, либо действительно по работе. Работа идет к вам. И вас именно порадует, что у вас будет возможность, кому-то, конечно, что деньги зарабатывать и опять же быть в пределе, а кому-то, что можно быть просто вот социально активным человеком, да, заниматься какой-то деятельностью. Работа идет интересная, может быть, там не супер, там звезд не хватать не будете, там миллионы, миллиарды зарабатывать не будете, но вам будет там хорошо. И стабильность, идет стабильность, чувствуется уверенность. Вот вы будете для себя понимать, что хорошая компания, да, либо хороший начальник, меня здесь не кинут, здесь я буду денежку получать. Вот, очень понравится. У кого-то из вас прям такой добрый коллектив появится, вы найдете себе настоящих друзей, верных и преданных коллег. То есть вам будет приятно вот не только, что вы работаете, но и идти на работу, да, зная, что там такие замечательные люди, которые там и улыбнутся, и спросят, как дела, там, и посоветуют, и поделятся чем-нибудь. Да? Такие хорошие, добрые люди идут. Вот. А для людей, кто, например, на пенсии, уже как на заслуженном отдыхе, но у вас тут явно тоже идет какая-то активность. Вы где-то найдете себя, чем-то будете заниматься. Может быть, это творчество, может быть, это какой-то коллектив идет. Там, танцевать будете, как-то может быть, это как-то с волонтерством связано.
Как на работу вы туда будете ходить, тоже будете этому очень рады. Так. Девочки, вот кому-то тайный поклонник проявится. Тайный поклонник. Но он, правда, сразу хочу сказать, на рыбку похож. У него рыбий хвост. Вот он, видите, как русал целый у нас вышел. Да, и он еще достаточно рогатый мужчина. Ну, либо у него было много браков за плечами, за спиной, либо его жена, например, ему изменяла, либо изменяет. Почему он вышел вам именно рогатым? Ну, натерпелся человек, настрадался, очень долго за вами наблюдал, тайно вас любил, не имел возможности, либо действительно боялся к вам подойти. Ну, теперь человек будет заявлять о своих чувствах. Сразу хочу сказать, что вам этот человек больше, наверное, импонирует как друг, не как там, претендент на руку и сердце, больше похоже на друга. То есть вы этого человека знаете довольно хорошо. Ну, по крайней мере, как бы для вас это не будет каким-то прям мега-сюрпризом. Что вас порадует? Вас порадует, что этот человек вам очень душевно в чем-то признается. После этого человек прям так и скажет, что я знаю, что ты девушка-звезда, а я вот картошка. Вот, поэтому ни на что я претендовать не буду. Я хочу, чтобы ты знала, я всегда рядом, что надо для тебя сделаю, помогу, подскажу. Ну, видите, он вам просто дает надежду, он птичку вам маленькую дает. То есть такой добрый посыл он вам дает. Вот это вас порадует, что он к вам, не пристает, и что оказался таким хорошим, добрым человеком. Вот. И вы, то тепло почувствуете, да, улыбнетесь сами себе, скажете, уф. Главное, что не приставал, да. Хочу дальше с ним общаться, там, как по-дружески. Так. У кого-то идет переписка интересная. Переписка какой-то немножечко на флут похожа, но тем не менее, вот как-то развлекаться вы будете с каким-то человеком. Вы знаете, девочки, вот кто знакомится в интернете, вам такой страшный бабник попадется, такой вот прям жигало, там клейма негде ставить, а вы его сразу раскусите, вы сразу поймете, кто он такой. И вы его так конкретненько подстебете, что он аж бедненький там чуть ли не расплачется. Вот как вы за женщин обиженных отомстите ему. Вот. И прям, да, порадуйтесь, что вы такого негодяя, нельзя женщин обижать, что вы вот такого нехорошего человека на место поставили. Кстати, у кого-то и в реальности отыграется. Какой-то ловелас может там приставать, а вы вот каким-то словом, да, или как-то поступите, скажете что-то, как опозорите этого человека перед всеми, да, то он, смотрите, какой я непобедимый, там все крепости брал, а тут на вас он как раз-таки обломается. Вот. И вы будете очень довольны собой, да, что вы такого нехорошего человека на место поставили. Так, колесо у кого-то идет, девочки, колесо. Колеса это машины идут. Кто-то, может быть, на права будет сдавать, вот именно сдавать, либо, может быть, вы уже сдавали, да, результаты вы ждете. С правой стороны выходит. Хорошо все будет, сдадите, переживать вам нечего, будете вы на колесиках, будете водить машину, права вы получите. Так, а еще кто-то, может быть, думал о поездке, какой-то поездке, и сейчас сомневается, делать, не делать, ехать, не ехать. Поверьте, там вам будет замечательно, поезжайте. Вот и сама дорога будет такой вот прям легкой, комфортной, как-то быстро вы доедете, там, не устанете особо, вот, может быть, приятный собеседник у вас будет, а может быть, даже не один. И там, на том месте, где вы окажетесь, может быть, у вас есть какое-то ощущение, либо какую-то информацию вы получили, что там не очень хорошо. На самом деле вам понравится. Вам понравится. Вы очень хорошо отдохнете, придете в себя. Если какие-то вопросы, вы, например, в командировку едете, наладите, отладите, договоритесь. Довольны будете, абсолютно довольны. Вот прям за себя порадуйтесь, что я от этой поездки не отказалась и что
Вот так у меня все получилось и произошло. Так, еще момент, связанный с какой-то покупкой, но это что-то серьезное. Покупка чего-то серьезного, либо продажа чего-то серьезного. Я не могу понять, покупаете либо продаете, но похоже на какой-то домик. Может быть, даже какой-то земельный участок, на котором маленький домик, либо вы хотели бы для домика купить, чтобы построить, либо вы продаете под дачу, например, да, земельный участок. Вот что-то связано с домиками и землей, с продажей, покупкой. Я вижу у вас мужчину и женщину. Они либо пара, да, либо они в каком-то союзе состоят. Либо муж с женой, либо они, может быть, как вместе работают, да, то есть они чем-то связаны, у них союз, их объединили. Вот эти люди, они вот идут к вам, они сами вас найдут, они сами к вам придут, они с вами поговорят. Очень порядочные, честные. И эти люди, они не жадные до денег, понимаете, не жадные до денег. У них какая-то идея в голове, я не знаю, что-то вот у них такое высшее чувствуется. Во-первых, вы будете очень удивлены, что такие люди существуют. Ну вот реально, да, вот в нашем мире существуют вот такие люди, которые с какими-то идеями, которые вот не зациклены там на деньгах, там на наживе. Там, если, понятно, будете покупать, то как бы узнав, например, что вы там земляки, они вам могут дать какую-то грандиозную скидку, да, например, как пример говорю. Если вы будете наоборот продавать, вы им там расскажете, что у вас какие-то там, планы, идеи, либо проблемы, они вам могут даже там сверху дать, да, там комиссию какую-нибудь передать. Вот. И вот с ними у вас сделка будет. Сделка, очень замечательная сделка. Вы будете очень довольны. Сказать, что вы будете рады, ничего не сказать. Вы будете просто счастливы. Счастливы от того, что именно эти люди вам встретились, и от того, что эта сделка совершилась. Вот так у вас идет. Так, вас как будто бы кто-то очень сильно обидел, либо из-за кого-то у вас очень в жизни много проблем есть или было, и есть, и сейчас происходит, да? Какой-то человек, может быть, кстати, и не один. Как натерпелись вы от этого человека, много всего плохого этот человек совершал в ваш адрес. И вот как будто бы ничего не было, наоборот даже, да, человеку еще больше приходило. И вы всегда думали, вот как так, да, человек такой вот мерзкий, мерзопакостный, а ему все прибывает и прибывает, прибывает и прибывает. Вот как справедливость работает, как высшие силы это все видят. Мои хорошие, пришел час расплаты. Сказать, что вы будете рады, что вы будете счастливы, нет, я не могу этого сказать. Скорее, вы будете удовлетворены полностью, когда вы узнаете, что с этим человеком происходит. Здесь будут бить, смотрите, и по ногам, и по рукам, и по голове. То есть в 3 направлениях этот человек понесет большие либо потери, либо какие-то вот прям неприятности, неудачи. Оплата по полной пойдет. Вот здесь, в этот момент, вы вспомните мою отсыпочку и да, почувствуете полное чувство удовлетворения. А кто-то даже, может быть, вот как мысленно обратиться к высшим силам, поблагодарит и даже как извиниться, да, за то, что не верили в справедливый суд. Вот придет, причем вот уже совсем где-то рядом это находится. Может быть, уже у человека начались проблемы, вы просто об этом не знаете. Но узнайте обязательно. И все станет на свои места. Справедливость восторжествует. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.